нам в редакцию обратилась жительница села Байхак, которая планирует купить уголь по сниженной цене. Как и все рачительные хозяйки, перед покупкой она провела мониторинг местного рынка сбыта черного золота и обнаружила, что цена на топливо снизилась, но не на 476 рублей, а на меньшую сумму. Расчет у женщины простой. В прошлом году она отдала за тонну угля 3800 рублей. Сейчас у перекупщиков он стоит 3500. Это если 5 тонн купить, это еще 1000, на тонну, 4200 получается. Вот мы и пытаемся сейчас без угля, и все смотрят, кто как. Плюс еще бензин подорожал, говорят, поэтому какой уголь будет, даже не знаем. Сейчас открыла, читаю, 3500. С доставкой или не с доставкой, еще не звонила. Даже если на 400 с чем-то рублей понизили, все равно скинули только 300 рублей наши. Сейчас все смотрят, пишут комментарии и не знают, за какую цену же мы в этом году купим уголь. Да, действительно, расценки на уголь в зависимости от расстояния разные, и люди путаются, пояснили в Министерстве топлива и энергетики. По цене 2220 рублей за тонну уголь можно приобрести непосредственно на Кахемском и Чаданском разрезах. С учетом доставки топлива по самой демократичной цене можно приобрести на муниципальных топливных складах. Постановление о розничной цене угля для населения со складов будет утверждено на этой неделе. В городе Кызыле на топливном складе уголь будет стоить за тонну 2507 рублей. А отдаленных, допустим, если брать Мугураксы, там будет тонна стоить 4490 рублей. И рядом Эгенбюрен, то есть Кызылхая, там уголь будет стоить 5054 рубля. А еще отдаленные, если в примере взять, допустим, Верзинский район, в Верзине на муниципальном топливном складе будет стоить уголь 3766 рублей. И, соответственно, Самогалтая 3444 рубля. Также по расчетам, основанным на постановлении правительства, в Кызыле цена угля в мешках не может быть больше 125 рублей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен, Министерство топлива, служба по тарифам, налоговые органы, а также полиция еженедельно будут проводить выездные проверки. Эта проверка осуществляется совместно с службой по тарифам, наше министерство, налоговый орган, полиция, то есть сотрудники полиции осуществляют выезды в каждый топливный склад и проверяет в первую очередь это соответствие с данным постановлением, которое я озвучил, чтобы стоимости они не завышали установленной стоимости. Кроме того, проверяется наличие топлива, остатки на складах и функционирование самого склада проверяется. В принципе, план-график уже подписан, и поэтому буквально с сентября, то есть завтра, то есть с 8 сентября уже начинается проверка соответствия графика. Уголь наш, а покупаем втридорого. Сетовали жители республики перед каждой зимой. Несправедливая цена больно ударяла по семейному бюджету. По признанию людей, снижение цены на уголь – самое значимое событие этого года. Ben sıkıntı sudan gelince kömür teçik boğazan, çiğ kömür teçiğe bir çiğ kömür satandı da paplaşmaza. Kliyen öyle prabıç daha zonga da kıvırlayın. Кажется, çiğ не могу не жить, как раз отправить телевизор догнать меня. Я когда моринчик чиgai begini. Да, это же нам говорили, что мы сейчас как бы частик терн сатат, только мы за моринчик чик типа. Hekki de patatırın. Aha. Menge hargalı var, 3 olmadı dedi. Mekkelenya. Кажешь, как парганdır? Diyeyim, yüzüstüdür be. Mekkelenya da var, yüzüp çiğge pırırızı. Üspırırız. Çiğgen basahan sen, pay pensionerin veritas kekele. Главное, лед тронулся, резюмируют люди. Население и власти республики едины во мнении, что сейчас необходимо закрепить достигнутые результаты и взять под жесткий контроль соблюдение новых цен. Алдынкыз Буян, Буян Оюн, Кузел Сарых Сарен, Тува 24.